sonte, kustujte munegen šilami pomte, kõvasni täiesi põlipi, Iisus otsa našele mõlbi. Ja nüüd vierme pemõtse, Krista šete, Krista šetsekse, õzjes pomte, radite mõlbi, kodam šišjese tavas nami. Õzjene šišjesi hüđede ići, lok mi kad mušar se jugede ničme, mõdem kodađila slosra, stave sranje te jerežvita. Ja nüüd vierme pemõtse, Krista šete, Krista šotsekse, õzjes pomte, radite mõlbi, kodam šišjese tavas nami. Ja nüüd vierme. Ордневним югиди ваєде стача, вовтемлон факел я скипеден вача, є на жеміє піштратла наві, поміву кужа вошла лаві. Ja nüüd vierme plevõitse, Krista šete, Krista šotsekse, õzjes pomte, radite mõlbi, kodam šišjese tavas nami. Ja nüüd vierme, õzjes pomte, radite mõlbi, kodam šišjese tavas nami. Kodam šiš tavas nami. Ja nüüd vierme pemõtse, Krista šete, Krista šotsekse, õzjes pomte, radite mõlbi, kodam šišjese tavas nami. Добрый день, дорогие наши братья и сестры. Добрый день те, которые сюда пришли, те, которые смотрят, те, которые дома. Добрый день нашему дому. Мир вам везде и всюду, и земле Коми тоже мир, мир вашему дому. Мир дает нам Господь Иисус Христос. И сегодня мы уделили время для того, чтобы прославить Бога, прославить Иисуса Христа. И я думаю, что этим мы добиваемся еще и благословения на нашу жизнь, на предстоящую неделю. И, конечно же, мы благодарны тому, что Бог нас очень любит. И прошедшие дни у нас, и мы говорим, что лето удалось, очень жарко. И, конечно же, получается, что солнце светит, слава Богу. Без солнца ничего. И тепло нам надо. Дожди будут. Они у нас здесь еще не засуха. И тепло очень-очень надо. И Господь да благословляет нас везде и всюду, и дома, и на работе, и на даче, и растет, и все. Нам только надо как бы с благодарностью все это принимать. А мы сегодняшний день как бы начинаем и это собрание тем, чтобы хвалить Бога за все, что Он есть. Нам Он дает и здоровье, и время, и силы, чтобы
достойно жить, как Он нас призывал. Начинаем сегодня от псалма 117 псалма. И Даниил Васильевич у нас сегодня в эти дни в отъезде, и Господь да благословит его семью в Карелии. Господь да благословит его путешествий в дорогах, везде и всюду, и с теми, с кем он общается, и те братья и сестры, которые у нас тоже в разъездах, Господь да благословит всех их. Начинаем с 117 псалма. Я начну на каком языке. И вы слушайте, на каком языке звучит как песня. Но это и есть у евреев песня, но на каком языке, наверное, звучит еще красивее, потому что она звучит очень красиво. Там будет, наверное, написано на русском языке, но буду читать на каком языке. Давайте будем читать на каком языке. Що да сижимет псалом. Аллилуйя. Ошкай Господес, отсия бур, силен буралемес немяс чеж, Израиль войтермет шуасне, сия бур. Силен буралемес немяс чеж, Аролнан котермет шуасне, сия бур. Силен буралемес немяс чеж. Господиш полищас, мет шуасне, сия бур. Силен буралемес немяс чеж. Йона шекдалыган, мешиаши Господь дине, сие кылыс мене, да петкадес пашкадине, Господь медар. Менем нинем исполнися, мы вычас менем мортис, Господь менем отцек щетищис. Кута повтаг виджадне мене мустам тищас выле. Бурджик Господь выле лачакутне, мортвиле лачакутам дориш. Бурджик Господь виле лачакутне, ыксияс виле лачакутам дориш. Став войтрияс кычалысны мене, но Господь нимен ми верми наес. Нае быт Богшань кычалысны мене, но Господь нимен ми верми наес. Нае кычалысны мене зичу кермоз, но нае бырысны биин сотем лежны гмоз. Господь нимен ми верми наес. На ее натопадис не мене, медим ме уши, но Господь кутыш ты с мене. Господь минам вынай, да шилан кывьей, сие мезды с мене. Вешки да олыш счастлен керкаясын, кыле мезмем юлыш ним кадяшан ши. Господь дан вешкит кейс вече уджит учьяс. Господь выле Кыпадама вешкит киса, Господен вешкит кис, вече учит учияс. Ме окув, но кута овны, да виштавлены Господен учияс юлиш. Господь чоры да мужды с мене, но эзлечь менем кувны. Воштай менем вешкит лунus лишь джирьяса, ме пырасеты, да понда ошкны Господес. Со Господен джирьявес, вешки да олышьяс пырасны сети. Господи, ме ошкатене, те кылын мене да мезден мене. Изъюс, кодас шубитис никерка лептишьяс, лоис пелес изъен, тая Господчань да шенжана миян шиньясте. Тая лунце Господь вычис, кутам ним кадячны, да гажатчины, тая лунщис. Господи, месты миянес, Господи, отцав миянлы. Бурщема Господь нимен локтишес, Господен керкашань ми бурщиам тиянес. Господь йен, сие югдата смиянес, гезясен кыртавлем вичсе баядай вишпуктанинлен шурьяс дине. Теменам йен, ме ошкатене,
теменамиен ме учдадлатене, кута ошкинитене, отте кылын мене да мездин мене. Ошкай Господес, отсие бур, тылан буралымыз немияс чыж. Аллилуйя, аминь. Донамуса енмей, бурщи благословит талн ялунце, бурщи благословит и виджмиянес, и войциде медемиян, шелемяс, небесны, кылысны, муйте косян виштавлены талун. Господи, благословит буденестаны сулалищес, благословит пастор ясес, благословит миян проповедникес, таван Александр Андреевичес. Господи, Ты над киясами ашным ставным щетом, и кутам нимедны, и ошкинитене, и славитне, уна ноген, и шилемен, и юктемен, и уна бычема пылес ногис, Господи, куджимы кужами вермам, и эншу, Господи, мы тая остенет кажете, тенет уна ноген кажете медим те славитчин миян бомясен и бытарен. Аллилуйя, тенет куим пövstătic енли, батли и пили, и югит вижаловли. Аминь. Ălni tom voiterli shetam pojanlun, медим ми ötvili sies, ошким шилемен тая собрание се заводит чемца. Ента больше. Мир Божий, дорогая церковь. Господь всегда говорил: мир вам. Видимо, нам его не хватает. Говорите друг другу, родным и близким всем, мир вам. Господь да благословит нас сегодня. Нам так важно сейчас, чтобы мы благословлены были Господом. Слава Аллилуйя! Аллилуйя! Входя в Твое присутствие, мы песню воспоем, и в песне будем славить, благодарить Тебя за все. Ты дал мне смысл жизни, Тобою я живу. Сейчас хочу в любви я вознести Тебе хвалу. Это Ты, Отец творенья, воскресший Божий Сын, тот, кто вышел из могилы и силу смерти победил. Это Ты своей любовью людей освободил, и за Тобой могу днем и ночью я идти за Тобой. Входя в Твое присутствие, мы песню воспоем, и в песне будем славить, благодарить Тебя за все. Ты дал мне смысл жизни, Тобою я живу. Сейчас хочу в любви я вознести Тебе хвалу. Это Ты, Отец творенья, воскресший Божий Сын, тот, кто вышел из могилы и силу смерти победил. Это Ты своей любовью людей освободил, и за Тобой могу днем и ночью я идти. Это Ты, Отец творенья, воскресший Божий Сын, тот, кто вышел из могилы и силу смерти победил. Это Ты своей любовью людей освободил, и за Тобой могу днем и ночью я идти за Тобой.
Ему. Давайте поем. Иисус, мое сердце переполнено к Тебе. Иисус, мое сердце переполнено. Я люблю Тебя, Ты чудесный. Иисус, Ты слаще капель меда. Мое сердце, моя жизнь, все для Тебя. Мое сердце, Иисус, мое сердце переполнено. Я люблю Тебя, Ты чудесный. Иисус, Ты слаще капель меда. Мое сердце, моя жизнь, все для Тебя. Иисус, нашел я сокровище, что лучше золота. Иисус, я люблю Тебя, мой Бог и мой Господь. Мое сердце, Иисус, мое сердце переполнено. Я люблю Тебя, Ты чудесный. Иисус, Ты слаще капель меда. Мое сердце, моя жизнь, все для Тебя. Нашел сокровище, Иисус. Нашел я сокровище, что лучше золота. Иисус, я люблю Тебя, мой Бог и мой Господь. Иисус, Иисус, нашел я сокровище, что лучше золота. Иисус, я люблю Тебя, мой Бог и мой Господь. Еще раз. Иисус, нашел я сокровище, что лучше золота. Иисус, я люблю Тебя, мой Бог и мой Господь. Я люблю Тебя, мой Бог и мой Господь. Я люблю Тебя, слава Тебе, наш Господь. Мы Тебя все любим, аллилуйя. Будь благословен наш Бог, аллилуйя. Споем один из самых великих гимнов на коме, на русском языке. Иисус, имя всех выше. Иисус, ставший медичним. Иисус, ставший медичним. Ошка на местыч, вы на Господь. Всех выше, чудный Спаситель, дивный Господь, Эммануил, Бог вечно с нами, освободитель, вечно живой. Ставший медичним, ошка на местыч, вы на Господь, Эммануил, миянке дьенмыс, миян эздори.
Спаситель, дивный Господь, Эммануил, Бог вечно с нами, Освободитель, вечно живой. Еще раз по коме своем. Иисус, ставший с медыджи дни, ошка на местыч, вы на Господь, Эммануил, миянка дьенмыс, миянес дориш, помте колиш, миянес дориш, помте колиш. Слава Господу нашему великому Богу, всемогущему Царю. Он достоин всей славы, Он достоин всей хвалы, потому что Он принял крест за наши грехи, чтобы сегодня мы жили, чтобы мы сегодня творили добро, как сам Господь. Жить — это давать жить, давать жизнь другим. Все дачники сказали «Аминь». Они знают, что надо посадить эту картошку, чтобы она умерла и дала жизнь другим. И нам не надо объяснять, что мы должны уметь делать. И сегодня у меня одна мысль такая, сказать. Спасибо Богу, что Он нам дал именно веру, не чувства, не эмоции, которыми мы должны руководствоваться. Допустим, сегодня хороший солнечный день, пойду в церковь. Завтра дождик полил, ой, нет, могу простудиться, не пойду в церковь. Мы не чувствами водимся, а верою. Мы как эти вагоны, которые толкают локомотив. Мы просто знаем, что наш вагон, наш локомотив — это Иисус Христос, мы просто едем. И вот апостол Павел, сейчас прочитаю, в 16 главе 1 Коринфянам сказал: «При сборе же для святых поступайте так, как я установил в церквах галатийских. В первый день недели каждый из вас пусть отлагает у себя и сберегает, сколько позволит ему состояние, чтобы не делать сборов, когда я приду. Когда же приду, то которых вы изберете, тех отправлю с письмами для доставления вашего подаяния в Иерусалим. И если прилично будет, и мне отправиться, то они со мной пойдут». Смотрите, сколько в этих стихах истины. Во-первых, апостол не собирал эмоционально, не давил на людей, не манипулировал, что выворачивайте свои карманы. Он говорил заранее: я установил это. Думайте, у кого сколько есть, сколько можете сберечь и положить. Деньги, они так разлетаются, то есть легко тратятся, да? Сберегите их для даяний. А потом не мне, а кого вы сами изберете, пошлите, да? А если прилично будет, и я пойду, чтобы не было никаких, как вот, знаете, осуждений, да, там могут осудить: апостол Павел себе собрал и пошел непонятно куда. Так что пусть Слово Божье нам говорит, как мы должны поступать. Давайте соберем наши пожертвования. Кто сколько сберегал всю эту неделю. Благословим церковь, благословим друг друга и споем
живой. В глубине моей жажда по любви из сердца Твоего, и Ты меня зовешь. Приди ко мне и пей, приди ко мне и пей воду жизни, и Ты меня зовешь. Приди ко мне и пей, приди ко мне и пей воду жизни. Лишь в любви Твоей благо для меня, благо для души моей больной. Лишь в руке Твоей целебная река с чистою кристальною водой, и Ты меня зовешь. Приди ко мне и пей, приди ко мне и пей воду жизни, и Ты меня зовешь. Приди ко мне и пей, приди ко мне и пей воду жизни, и Ты меня зовешь. Приди ко мне и пей, приди ко мне и пей воду жизни, и Ты меня зовешь. Приди ко мне и пей, приди ко мне и пей воду жизни. В глубине моей жажда по Тебе, жажда по воде Твоей живой. В глубине моей жажда по любви сердца Твоего, и Ты меня зовешь. Приди ко мне и пей, приди ко мне и пей воду жизни, и Ты меня зовешь. Приди ко мне и пей, приди ко мне и пей воду жизни, и Ты меня зовешь. Мы вместе со всеми прославляем Тебя, Господь Бог. Мы прославляем Тебя песнопениями. Мы прославляем Тебя руками, Господи. И благослови эти даяния. Господи, мы это от всего сердца. Благослови наши финансы, благослови наш дом. Господи, этим мы и говорим Тебе, что мы Твои. И пусть благословятся эти финансы. Благослови, Господи, на то, чтобы эти финансы работали, чтобы прославлять Тебя среди своих людей, среди чужих людей, в других землях. Господи, Тебе да будет слава, Тебе да будет во всем слава наш Господь Иисус Христос. А эти финансы, Господи, только для того, чтобы мы ездили куда-то, распространяли Евангелие, чтобы столы наши были
полны хлеба. Господи, это во славу Тебе. Слава Аллилуйя. Благослови. Аминь. Детей зовем. Просто не слышно нас. Иди вперед, а не назад. Смотри вперед. Неважно, кем ты был, Иисус с тобой, Он твой герой. Иисус воскрес, всю тьму Он победил. Раз, два, три, идем мы по планете. Раз, два, три, все мы Божьи дети, до краев земли пойдем. Божью силу принесем в каждый дом. Раз, два, три, идем мы по планете. Раз, два, три, все мы Божьи дети, до краев земли пойдем. Божью силу принесем в каждый дом. Не стесняйтесь, пойте вместе с нами. А не назад, смотри вперед. Неважно, кем ты был, Иисус с тобой, Он твой герой. Иисус воскрес, всю тьму Он победил. Раз, два, три, идем мы по планете. Раз, два, три, все мы Божьи дети, до краев земли пойдем. Божью силу принесем в каждый дом. Раз, два, три, идем мы по планете. Раз, два, три, все мы Божьи дети, до краев земли пойдем. Божью силу принесем, и все вместе. Раз, два, три, идем мы по планете. Раз, два, три, все мы Божьи дети, до краев земли пойдем. Божью силу принесем в каждый дом. Раз, два, три, идем мы по планете. Раз, два, три, все мы Божьи дети, до краев земли пойдем. Божью силу принесем в каждый дом. Иди вперед. Слава Богу, аллилуйя. Доброе утро. Помолимся за детей в церкви. Слава Богу. Надо детей благословлять, потому что есть и благословение, есть и проклятие. И вы знаете, такой вопрос иногда бывает. Почему мир жесток и несправедлив? Почему в нем столько зла? Мы сдаемся, люди задаются. Но ведь если подумать, зло происходит потому, что человек делает осознанный выбор жить без Бога. И вы знаете, Бог, Он любит всех, и вас особенно, дети. Потому что в Слове написано, что проклятие, оно всего ограниченное количество раз, не превышающее 10, а благословение, оно до 1000 родов. Поэтому давайте благословим наших детей, чтобы на них было благословение до 1000 родов, из поколения в поколение, о том, чтобы Господь был с нашими детьми в их жизни, в жизни их детей. Потому что
Это то, что Господь хочет, чтобы продолжалось на этой земле, о том, чтобы благословение приходило через человека. Но чтобы пришло благословение, нужно сделать правильный выбор. Для того, чтобы не думать, а почему мир так жесток. Поэтому, у кого есть золотой стих вначале рассказать? Молитва, каникулы, понятно, отдыхают все. Все загорели и загорели. К концу августа уже будут тут 10 негритят стоять. Поэтому давайте благословим наших детей о том, чтобы Господь охранил их и сохранил, и помог им этим летом, в учебе предстоящей. Господь, Отец Небесный, спасибо Тебе за каждого ребенка. Мы благодарим Тебя, Господи, за то, что Ты дал родиться, Господь, им появиться на этот свет, Господь. И мы хотим, Господь, как родители, как церковь, благословить каждого из них, Господь, о том, чтобы они прожили свою жизнь осознанно, Господь, и делали правильный выбор, Господь. С малых лет они различали, что такое добро и что такое зло, Господь. О том, чтобы они никогда, Господь, не вступали на неправильные пути, Господь. О том, чтобы Ты дал им мудрости, о том, как сделать правильный выбор, Господь. Благослови их, благослови родителей, Господь, нас, для того, чтобы говорить им правильные слова. Мы благословляем их Твоим словом, Твоим именем, Господь, на тысячи родов, Господь, о том, чтобы они были благословением на этой земле, Господь. И куда они ни придут, Господь, чтобы приходило Твое царство и Твое благословение во имя Иисуса Христа. Аминь. Поэтому будьте благословенны и помните, что куда вы приходите, приходит благословение. Будьте благословенны. Пусть благословение придет в коридор. Давайте помолимся, благословим именинников. Анастасия, ты вернулась из отпуска. Я думал, ты придешь, и у тебя будет картофельный мешок, потому что целый месяц именинники ничего не получали. Ну ладно. Ладно. Сегодня на этой неделе был день рождения у Александра Васильевича Попова. Где он? Давайте бурными аплодисментами встретим его. Так, и у Александра Китова тоже. Два дорогих наших брата. Ну давайте, вам не по 80 лет. И, Александр, идешь, как, я не знаю, старец, умудренный жизнью. Александр популярное имя вообще было когда-то. Я думал, в моем детстве было популярное, потому что у нас 3 брата Саши. А сейчас 3 Александра здесь, и да, вроде бы не из моего детства, но братья во Христе, слава Богу, мы скучали. Александр Васильевич, я скучал, он так нас кормил, потом на месяц пропал. Месяц. Мы когда приехали-то? 10 июля, с 10 июля не видели, поэтому ты нас почаще посещай церковь. Помолимся. За что хочешь помолиться? Я, наверное, хочу, чтобы церковь всегда возрастала. Хорошо. Он пожелал вам духовного роста. Александр хочет молиться, чтобы церковь всегда возрастала, то есть во всех ее смыслах, количественно, качественно, духовно, о том, чтобы это богатство приходило. Ну и, конечно же, он как часть церкви тоже хочет этого. Да? Аминь. Помолимся за Александра. Господь, благодарим Тебя за Александра. Спасибо Тебе за то, что, Господь, можем благословлять его, за то, что он прожил еще 1 год на этой земле, Господь, своей долгой жизни, Господь, но которая была насыщена, Господь, разными событиями, разными мероприятиями, Господь. И спасибо Тебе за то, что Ты сохранил его до этого момента, Господь. Мы хотим благословить его, о том, чтобы он был близок к Тебе, Господь, о том, чтобы Ты был с ним, был в его сердце, Господи, о том, чтобы Ты направлял его, давал ему мудрости, Господь, во всех его делах, Господь,
о том, чтобы он никогда не сомневался, о том, чтобы он редко ошибался, чтобы он был меткий, Господь. Благослови его, сохрани его, дай его мудрости, Господи, Дух Святой, дай ему своего водительства. И благослови нас, как церковь, расти, Господь, приближаться к Тебе, Господь, о том, чтобы дни, Господь, которые мы проживаем на этой земле, это не просто жизнь, которая увеличивает наш возраст, но это дни, которые сокращаются по приближению нас к Тебе, Господь. И благослови, чтобы мы жили с этой мыслью, что скоро мы встретимся, Отец Небесный, Господь. Благословляем Александра, чтобы этот год был для него годом благословения, годом хождения перед Тобой, годом веры, Господь, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Александр, за тебя будем молиться. Ты... Слава Богу, все живы-здоровы вернулись, это самое главное. Выступили хорошо, как и планировали. За что помолимся? Ну, вы все знаете, что я сейчас занимаюсь с детьми, вот как бы, чтобы им хватало мне разума их наставлять на верный путь. Хорошо. Господь, спасибо Тебе за Александра, Господь. Благодарим Тебя за то, что сохранил его на соревнованиях, в которые он ездил, Господь. Съездили живые, здоровые, Господь, невредимые вместе с командой, с детьми, Господь. Благодарим Тебя за то, что даешь эту возможность, Господь, проявить себя и за работу, которую Ты ему дал, Господь. Благословляем его о том, чтобы он был мудр в своих словах, Господь, при работе с детьми, о том, чтобы он, Господь, не только мог спортивно их развивать, Господь, какие-то физические навыки, Господь, но чтобы мог и духовно влиять на детей, Господь, для того, чтобы вкладывать в них важные вещи, Господь, и ценности, Господь, на этой земле, которые помогут им в этой жизни, Господь. Благословляем его семью, его дом, Господь. Отец Небесный, благослови его, Господь, во всех делах, все, что он делает, Господь, пусть он будет успешен, пусть приближается к Тебе, Отец Небесный, Господь. Благослови его внука во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Благословен. Слава Богу, присаживайтесь. У Максима это сын Надежды. Давайте еще тогда помолимся за Максима, который проживает в городе Краснодаре. Ему сегодня 27 лет. Господь, благословляем Максима, который живет в Краснодаре. Отец Небесный, Ты видишь его, Господь, видишь его жизнь, видишь желание матери, Господь, благословить своего сына. И мы вместе с ней, Господь, благословляем о том, чтобы его жизнь, Господь, она была осознанной, Господь, о том, чтобы он жил с Тобою, о том, чтобы все планы и цели, которые есть у него, он мог достигнуть, и чтобы эти цели, Господь, они были для него благословением, то, чего он хочет достигать, Господь. Благослови его. Он был когда-то в церкви, Господь, слышал, Господь, и просим о том, чтобы Твое Слово работало в его жизни, Господь, и приходило Твое спасение, Господь, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. И молимся за молитвенные нужды. Николай Александрович. Я помолюсь. Помолитесь за моего супруга Турубанова Сергея. 8 августа едет в Киров на дополнительное обследование, чтобы ничего не нашли. Вера Турубанова. Помолитесь. Ага. Так. Ну, Сергей здесь, выходи, помолимся. Это кто по телевизору нас смотрит, выйти не может, а ты с нами, слава Богу. Помолимся о том, чтобы мир был в твоем сердце, чтобы Господь дал не переживать, и Господь дал исцеление, потому что Господь может исцелять. Мы знаем, многие люди получили исцеление. Это важно иметь веру. Потому что мы читаем, когда Новый Завет, кто-то исцелялся, кто-то не исцелялся. И думаешь, в чем секрет? Почему люди не получали исцеление? Почему сегодня люди ничего не получают от Бога? Почему я иногда, может быть, чего-то не получаю от Бога? И вопрос, конечно, это моей веры.
Поэтому будем приходить с верой, и давайте помолимся за Сергея, за его дорогу, за его обследование, о том, чтобы у тебя была вера, Сергей, на исцеление, чтобы, может, оно не понадобилось, но ты был здоров. Господь, спасибо Тебе за Сергея. Отец Небесный, мы приходим вместе, Господь, как церковь, Господь, и просим о том, чтобы Ты благословил его эту поездку, Господь, во всей его дороге, Господь. Мы просим, будь с ним, будь в его сердце, Господь, благослови, чтобы он верил в Тебя, Господь, потому что Ты Бог, который сотворил небо и землю, Господь, и сотворил каждого человека, Господь. И мы просим о том, чтобы Ты благословил это обследование, Господь, и о том, чтобы не было у Сергея никаких страхов, опасений, Господь, но чтобы они были разрушены во имя Иисуса Христа, Господь, и ничего не обнаружилось в нем, Господь, но он был наполнен, Господь, и восстановлен физически Твоим здоровьем, Господь. Я прошу Тебя, Отец Небесный, благослови его, Господь, благослови врачей, которые будут с ним, Отец Небесный. И мы просим о том, чтобы не было никакой болезни, не было никакого, Господь, то, что его мешает ему, Господь, для жизни, но благослови, Господь, чтобы он был здоров, Господь. Благослови, Господь, Сергея, уповать на Тебя, Господь, и мы просим, чтобы Твой мир пришел в его сердце, Господь, и был в его жизни, во имя Иисуса Христа. Аминь. Будь благословен, Сергей. Помолитесь за Кирушева Максима, помолились, слава Богу. Помолитесь за Алину Браташову и за всех, кто беременный, кто на днях рожать будет, и за Томилову Лиду. Она родила сына с многочисленными заболеваниями. И также за меня подходит срок к родам. Вера просит. Что, Вера, выходи тоже тогда. Конечно, беременным, наверное, жара не очень. Я как вспоминаю, да, 30 градусов и с дополнительной нагрузкой, плюс сколько-то килограмм спереди и сзади. Я представляю, каждому рюкзак одеть и вот в жару входить. Но слава Богу, давайте помолимся за Веру, о том, чтобы Господь благословил ее при родах, чтобы за тех, кого просит Вера, за женщину, которая уже родила ребенка с заболеваниями, и за Алину и Лида, да? Алина будет рожать, Лида родила, но ей нужно здоровье ребенку, и Вере роды предстоят. Господь, просим Тебя, благослови, пожалуйста, Веру, Господь. Спасибо Тебе за то, что Ты, Господь, даешь жизнь, Господь. Несмотря ни на что, Господь, Твоя любовь, она к нам сильна, Господь. И Ты всегда желаешь, Господь, о том, чтобы жизнь на этой земле, Господь, она не заканчивалась, но она продолжалась, Господь. Потому что это, Господь, Твои заповеди, Твои законы, Господь. И мы просим Тебя сейчас за Веру, Господь, о том, чтобы Ты благословил ее, Господь. Мы молимся как церковь, Господь, о том, чтобы Ты благословил ее, Господь, на этом сроке, Господь. Перенести эту жару, Господь, и чтобы были благоприятные роды, Господь, Отец Небесный, о том, чтобы Ты благословил врачей, Господь, и все, что будет происходить, Господь. Благослови Веру, дай ей сил, Господь, терпения, Господь, Отец Небесный. Благослови ребенка, который в чреве у нее находится, Боже. О том, чтобы он появился на этот свет, увидел жизнь, Господь, и о том, чтобы он мог радоваться, Господь, и родители его могли также радоваться и благословлять его, Господь. И мы благословляем его в чреве, потому что, Господь, сегодня это не плод, Господь, как некоторые говорят, Господь, но это уже ребенок, Господь, который имеет все, Господь, сосуды, имеет все кости, Господь, и благослови его, Господь, Отец Небесный, чтобы он был наполнен Тобою, Господь. Молимся также за Алину, Господь, которой также предстоят роды. Благослови ее, Господь, перенести и родить, Господь, своего ребенка. Отец Небесный, благослови Лиду, которая родила, Господь, но сегодня есть, Господь, последствия, что ребенок, Господь, он болен. И мы молимся, Господь, о том, чтобы Лида могла молиться, Господь, и просить об исцелении, Господь. Могла ухаживать за своим ребенком, Господь, и верить, Господь, что для Тебя нет ничего невозможного, Господь. И благослови ее, Отец Небесный, Господь. Благослови ребенка, исцели во имя Иисуса Христа. Аминь. Вера, будь благословенна. Слава Богу. Можно сказать, да.
Новичка Бурлуна. Здравствуйте, дорогая церковь. Дело в том, что на той неделе, на этой прошедшей, моя 3-летняя внучка Вика защемила палец во входной двери. И ее загипсовали полностью руку. Сказали, что перелом пальца. Но она еще такая маленькая, и я попрошу тоже за нее помолиться, чтобы все у нее срослось, тем более 10 числа они должны в санаторий сюда ехать, чтобы не отменили из-за этого все. Да? Спасибо. Вика, да? 3 года. Мгм. Господь, благослови Вику. Отец Небесный, Господь, Ты видишь перелом, видишь ребенка, Господь. Молим о скорейшем выздоровлении, исцелении, Господь, о том, чтобы планы, которые, Господь, есть, они осуществились, Господь, чтобы ни на что это не повлияло, чтобы палец восстановился, Господь. Благослови Вику, Елену Васильевну, Господь. Аминь. Благодарим за Божью помощь и пребывание в деревне. Благослови тетю и маму в преклонных годах, и чтобы все спаслись и видели Божью руку и помощь, и благодарили. Спаси всех моих братьев, исцели у мужа спину, растяжение, и за руки мамы, и мое здоровье. Татьяна Исакова. Господь, благослови Толика, исцели его спину, Господь, благослови братьев Татьяны, Божий Господь. Молимся также вместе с ней, присоединяемся к ее молитве, Господь, о том, что она желает, Господь, спасения для своих близких, для своих родных, Господь. Это хорошее желание, Господь, о том, чтобы все родственники были спасены, Господь, потому что у каждого из нас есть, Господь, родственники, которые нуждаются, Господь, в том, чтобы примириться с Тобою. Благослови их, чтобы наши родные, Господь, были спасены. Благослови тетю и маму, Господь, о том, чтобы они уповали, надеялись на Тебя, Господь. Будь рядом с ними во имя Иисуса Христа. Аминь. Слава Богу. Присаживайтесь, пожалуйста. И хотел пригласить сюда Мирослава, брата. Сегодня он будет делиться с нами словом. Поэтому позовите его, пожалуйста, я его не вижу. Я хотел бы еще в назидание сказать и Сергею Трубанову вот такое напутствие и всем нам. Я уже раза 2, наверное, в церкви говорил о том, что я заболел в марте, было очень сильно заболел. Ну и в моем предчувствии было при смерти был. При смерти. И уже ничего не помогает, ни уколы, ни лекарства, все, думаю, все, умираю. И знаете, самый последний момент, так говорю, Господи, ума хватило все-таки, ума хватило, к кому обратиться? Господи, если я все работы еще Твои не сделал, если я еще нужен для Тебя что делать, Ты исцели меня. После этих слов прошло минут 15, 10-15. Я забылся, то есть я уснул, а утром проснулся во славу Бога. Я даже не чувствую, какая у меня была болезнь. Вот. Это, я говорю, ума хватило, кому обратиться. То есть это в назидание всем нам. Слава Богу. Мирослав, пожалуйста. Слава Богу за такое замечательное свидетельство. И иногда свидетельство бывает даже лучше, чем проповедь, потому что приносит больше назидания, а некоторые проповеди приносят больше огорчения. Я сегодня об этом буду говорить. Потому что моя проповедь называется сегодня
А, правда не всегда истина. Вот. Но я, прежде чем буду говорить, я хотел бы посвидетельствовать тоже немножко о нашем отпуске. Вот. Вы знаете, вот просто милость Божья, вот это просто Божья рука, что имея 4 детей и не имея такой основательной работы, скажем, с хорошей зарплатой, а мы с женой уже который год имеем возможность выехать летом. Вот просто это чудо для нас всегда. Для нас это всегда такое откровение Божье о Его любви и о Его обеспечении сверхъестественном, вот, что мы уже постепенно начинаем привыкать к этому. Вот. Но в одной песне написано: «Не привыкайте к Божьим чудесам». Вот. Дивитесь им, дивитесь. И стоит там удивиться, потому что, ну, правда, иногда приглашение куда-то приехать приходит в последний момент, когда мы не ожидаем. И мы в этом году тоже не знали, куда поедем, но дети предчувствовали, что мы куда-то поедем. Они целый год за это молились, чтобы поехать в отпуск. Они привыкли. Мы прожили всю жизнь в Воркуте, друзья. Ну, мою всю жизнь, скажем. И у нас как бы это правило какое-то. Всю жизнь копить, весь год копить, работать, копить, чтобы летом поехать и все потратить. Но выехать необходимо, потому что это свинцовое небо, оно очень сильно влияет на нервную систему. В Воркуте не такое жаркое лето, красивое, но хотя последние годы почти так же. А зачастую это такое свинцовое небо и температура +5 летом. И если ты не выехал, ты весь год будешь ходить хмурый, пасмурный, весь в стрессах, на нервах. Вот. И поэтому воркутинцы, они выезжают. И вот мы привыкли к этому. Но ситуация изменилась финансово. Если там я зарабатывал, я мог как бы позволить себе куда-то поехать из Воркуты, билетами всех обеспечить, то сейчас это трудно. Вот. Я не жалуюсь на жизнь, слава Богу. Слава Богу, у нас все с избытком, по милости Божией. И в это лето мы первый раз решили поехать на своей машине. Никогда я не ездил в межгород, потому что прожил в Воркуте, а там даже не знаю, что такое двухполосное движение. Когда сюда в Сыктывкар приехал, я в ужасе был. Тут, оказывается, 2 полосы в одну сторону может быть. И надо правильно занять какую-то. Даже 3 в некоторых местах есть. Вот. И вот такой я водитель, чтобы вы понимали. И в этот год я, конечно, был в таком трепете, в страхе. Как же я поеду? У меня такой ценный багаж за спиной, ценный груз. И я вот... Это авантюра вообще. Тем более мы в Москву собрались ехать, до Москвы, через Нижний Новгород. Но слава Богу, друзья, справившись с волнением, со страхами своими, помолясь, сели в машину и поехали. У нас такая поездка с остановками, потому что понемножку. 5 часов до Кирова, в Кирове остановились на сутки. Отдохнули. Еще 7 часов до Нижнего Новгорода. Нижний Новгород остановились на 4 дня, отдохнули. Еще 8 часов до Москвы, ну, до Подмосковья, потому что до Москвы меньше, да, там еще до Подмосковья, а получилось 10, и там уже можно выдохнуть, мы на месте. Ну и тем более в Подмосковье нас встретил родной брат супруги моей, к которому мы ехали, и он сел за руль, и я уже сидел, отдыхал, потому что он через Москву погнал, а я понял, что через Москву я еще долго не проеду. Очень сложное движение, друзья. И это просто, говорю, вот мы хорошо отдохнули, мы побывали в 2 церквях больших, в церкви Рика Реннера, о чем давно мечтала моя жена, мы часто их смотрим онлайн. Вот. И побывали в Нижнем Новгороде, в такой тоже большой церкви интересной, которую я никогда не слышал, церкви Павла Рындыча, посольство Иисуса. Хороший пастор, хорошая церковь, мы были очень приятно благословлены в этой церкви, послушали проповедь, вот простое слово, увидели их служение, кому они служат, как они служат. Конечно, многому учишься в таких церквях и как надо строить служение. Вот. Ну и кроме этого мы смогли сходить в аквапарк в Нижнем Новгороде, новый парк развлечений, там такой детский, ну мы просто погуляли по нему, называется Швейцария. Вот. А в Москве мы смогли сходить в океанариум еще. Вот такая у нас культурно-развлекательная была программа. Вот. Но посвидетельствовать я хотел немножко о другом. Тоже о Божьих делах, да. Когда я ехал с Кирова до Нижнего Новгорода, где-то я задумал, мы до этого там наскочили на корягу, и
чувствую, колесо как-то как квадратное стало. Немножко это самое, дергания какие-то. Ну, я заволновался, что повредил диск. Ну, еду и же и глазами ищу, где шиномонтаж, чтобы проверить все, посмотреть. И где-то из этого волнения, из-за вот этих моих исканий, я пропустил знак кирпич. Въезд запрещен. И выехал вообще на одностороннее движение на встречку. Вообще дорога, которая только в эту сторону двигается. И надо же, и гаишник там стоит. Как знал, что я поеду. Прямо за этим знаком, да, я попал, давай сюда. А я такой бравый, такой, что-то нарушил командир. Ну, за собой ничего же не чувствую, я так уже немножко привык, уже увереннее себя стал чувствовать за рулем. Он таким усталым голосом, такой уставший. Ну, вообще-то вы не по той дороге едете, я так про себя думаю, ну, интересно, откуда он знает, по какой дороге я хотел ехать? Не по той дороге, как это не по той дороге? Ну, я имел в виду в уме, там, да, до Нижнего Новгорода 2 дорогами можно было ехать. И думаю, он мне говорит, что я не той дорогой поехал, которая на 20 километров больше. А я вот говорю, ну, как не по той? Он говорит, ну, вообще-то вы под знак подъехали, а это лишение прав. И тут вся моя бравада закончилась. Потому что я понял, что я попал, и попал на права. И, конечно, друзья, я не это самое, но я ему объясняю, говорю, слушай, вот еду первый раз между... Откуда едете? Он говорит, ну вот я еду оттуда, туда. Еду первый раз, говорю, межгород, вот попал колесом на корягу. А где вы попали колесом на корягу? Ну, я ситуацию там это самое объяснил. Еду, вот уже волнение такое, расстроенный, ищу, и вот где-то пропустил. Он честно не видел. Ну, я правду говорю, и жена не увидела, она у меня хороший штурман. Она всю дорогу, у меня навигатор включен, у нее свой навигатор включен, она это самое, мы с 2 навигаторами такими, она мне везде там подсказывает, как, чего. Вот, едем, и она не заметила знак. Так и, по-моему, и навигатор нам говорил, что можно в эту сторону ехать, ничего не сказал. Типа, как обычно он говорит, маршрут перестроен. Ничего не сказал, что тут надо маршрут-то перестроить, ты по встречке едешь. Он говорит, ну смотри, говорит, ну это самое. А я говорю, ну слушай, ну простите, пожалуйста, во имя Иисуса Христа помилуйте. Вот так вот в простоте сказал, потому что Библия нас так учит говорить. Что не попросите во имя Иисуса, то будет вам. Он говорит, я, говорит, ну понимаешь, я не могу оставить без наказания. Ну все-таки уж, ты же вот сейчас смотри, 2 КАМАЗа проехал, ты бы сейчас под них попался со своими детьми. И я понимаю, что он прав. Вот если бы он меня не остановил, я не завернул на другую дорожку, на которой он стоял, вот по этой встречке двигалось 2 большегруза. И мы бы не разошлись там. Я говорю, вы вот сейчас что было? Я не могу, говорит, да пошли, говорит, в машину, я должен тебя наказать. И выписал мне штраф на 1000 рублей за непристегнутый ремень. Я подарил ему Евангелие. Он, правда, напрягся, когда я в карман полез. Он говорит, камера. Показывает мне камера. Я говорю, не, это Евангелие. Ее можно подарить вам. Говорю, вот, хочу вам подарить. Пусть Господь спасет вашу замечательную душу. Ну, и потом мы вышли из машины, спрашивали, а что верующие, там разговорились, что откуда, куда. Но вот, друзья, да, в Библии написано, что подарок, он как бы смягчает сердце, но это было до подарка. Я просто во имя Иисуса Христа попросил помиловать. Так бы я, может быть, лишился прав, и потому что человек даже не вымогал с меня. Я не видел, что человек как бы, ну, вижу, он мнется там. Ну, видит, что у меня дети, посмотрел, пристегнуты ли. Видит, что мнется, не знает, как поступить на самом деле. По закону он страж, он должен меня лишить прав. Но когда я попросил о милости во имя Христа, вот он пошел на сделку с совестью своей, для него, может быть, это нелегко, и выписал мне штраф. И мы сейчас с женой даже думаем, что это не инспектор был, а ангел. Уже сейчас так даже думаем. По 2 причинам. Во-первых, потому что он нас спас от неминуемой гибели. А во-вторых, штраф до сих пор не пришел по системе госуслуги. Мы ждем, чтобы оплатить по госуслуге, хотя он выписал нам постановление, но я знаю, что по госуслуге проще нам будет оплатить. И я сейчас думаю, лучше бы он оказался ангелом, потому что мы пропустили тот срок, когда можно было оплатить 50% штрафа, ожидающий на госуслугах. Вот. А до сих пор штраф не пришел. Я не знаю, что там в системе произошло. Вот. И уже думаю, может, действительно это ангел был. Ну вот что бы там стоял в этой глуши полицейский инспектор за этим знаком. Вот, друзья,
я еще пообещал ему молиться. Я буду, говорю, за вас молиться. И я действительно молился за него, и в церквях молился, и сейчас надо помолиться за наших. Мы не всегда довольны нашей властью, не всегда довольны инспекторами, полицейскими. Но, друзья, если бы не они, не было бы сегодня порядка на дорогах. И сегодня действительно много пьяных. Меня пьяный, вы знаете, я рассказывал здесь на Маегово, сбил в мою машину, пьяный въехал. И сегодня они акцию устраивают, нетрезвый водитель, ловят этих пьяных. И в прошлый раз очень много их поймали, 72, что ли, человека поймали. Как много нарушителей. И спасибо им, что они нас оберегают. За них надо молиться. Надо просто правду говорить, они нужны. Но спасибо Господу, что вот Он может расположить сердце царя, склонить к милости. И я сегодня с правами, и даже штраф еще до сих пор не заплатил. Вот. Но заплачу. Если уж узнаю, что действительно штраф реально идет, то... Вот такое свидетельство. И я должен был им поделиться с вами, заняв ваше драгоценное время. Теперь к проповеди. Эпиграфом к этой проповеди я выбрал 1 Тимофея 1:5, и сын я попрошу, пожалуйста, выдели. Цель же увещевания есть любовь от чистого сердца и доброй совести и нелицемерной веры. Еще один длинный текст хотел с вами прочитать. Иакова, 3 глава, с 10 по 17 стих. 3 глава, с 10 по 17 стих. Из тех же уст исходит благословение и проклятие. Не должно, братья мои, сему так быть. Течет ли из одного отверстия источника сладкая и горькая вода? Не может, братья мои, смоковница приносить маслины или виноградная лоза смоквы. Также и один источник не может изливать соленую и сладкую воду. Мудр ли и разумен кто из вас, докажет на самом деле добрым поведением с мудрой кротостью. Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь, не лгите на истину. Это не есть мудрость, исходящая свыше, но земная, душевная, бесовская. Ибо где зависть и сварливость, там неустройство и все худое. Но мудрость, исходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия, добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. Плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир. Вот такой большой текст, и, наверное, можно было бы сегодня проповедь говорить только по этому тексту, потому что очень много значимых моментов в этом тексте. Вот. Но я немножко шире хочу посмотреть, чем этот текст, и поговорить на серьезную тему. Значит, перечитывая в очередной раз книгу Иова, кто читал книгу Иова? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Остальные, я так понимаю, не читали книгу Иова. Друзья, мне, чтобы донести до вас истину, придется с вами ее прочитать. Там, значит, 42 главы, где-то часа 2 мы закончим. Вот, потому что вы не поймете. Шучу. Кто-то напрягся? Напряг, да, вижу напряжение. Особенно те, кто на кухне готовили, думаю, как же там все скиснет уже. Они меня как раз спросили перед служением, когда ты закончишь. Я им пообещал, что в 12. А тут в 2. Друзья, вот к тем, кто, знаете, ну, я часто такие вопросы, извините меня. Тем, кто вот не читают, я иногда задаю такой, 2 вопроса у меня всего к ним. Как давно вы в церкви? Ну, если год, то это как бы второй вопрос никогда не последует. Если больше года уже, несколько лет, то у меня второй вопрос. А кто ты по гороскопу? Ну, кто понял, тот понял. Для тех, кто не понял, объясню, потому что возлюбленный, 100% скажу, кто не читает Библию, это невозрожденный человек. И он до сих пор пребывает в этих гороскопах, в этом оккультизме. И хотя уже много лет в церкви, но я просто это видел своими глазами. Видел своими глазами. Вы сейчас удивитесь, но на самом деле это так. И иногда такие люди мне отвечают, я говорю, я лыжи по гороскопу, а вы кто? Они говорят, проповедник, нет такого знака, откуда ты знаешь? Ты что, помнишь, какие еще знаки гороскопа, ты уже 10 лет в церкви? Ты уже давно забыть должен, потому что это азы. Это азы. Ты потому что Библию не читаешь, до сих пор и не знаешь,
что это оккультизм, и с ним давно расстаться. Из кафедры я об этом не проповедую, потому что проповеднику и пастору в голову не придет, что кто-то этого не знает. Потому что это первое, что должен знать человек, что ему нужно расстаться со всеми своими прежними Библиями. А гороскоп, вот это все, астрология, это сатанинская Библия, по которой сегодня живут очень многие люди. И потому я иногда вот делаю такие провокации, и такие люди, да, знаете, сегодня трагедия церкви, я буду говорить прямо, что там много сейчас невозрожденных людей. Это трагедия церкви, потому что церковь это как бы собрание душ живых, возрожденных. И она для этого и придумана, что там возрождались люди свыше. А трагедия невозрожденного человека, что хоть он находится в церкви много лет и даже думает, что он спасенный, он хоть о Боге слышит, но Бога не увидит, потому что в аду Бога нету. Слышите меня? Потому что должно родиться, написано, от воды и духа человеку. По-другому человек не может увидеть Бога. А еще написано, что душевный человек не понимает от Духа Божьего ничего, не понимает то, что от Духа Божьего. И вот такой невозрожденный человек сидит, их много сегодня в церквях, потому что в церквях сегодня проповедуется очень много психологии человеческой, очень много от ума человеческого. И это ему понятно. Эти вещи он понимает. 10 принципов успеха, 5 шагов к тому-то. Знаете, вот сегодня такие проповеди в церквях. Это ему понятно. Потому что в миру этого полно, этих коучеров очень много. Они сегодня в церкви. Но то, что от Духа Божьего исходит с кафедры, он не понимает. Он рассудит об этом по-человечески, а на этом надо насудить духовно написано. Поэтому, друзья, у меня сегодня просто такое, может быть, отступление. В конце Писания я скажу, почему я высказался. Я однажды был на похоронах мужа верующей сестры. И просто ошарашен был. Там лежали ложки, а как бы салат трудно ложкой, мне вилка была нужна. Я просил вилку, она говорит, ну, на поминках не положено вилками есть. Алло, кто об этом знает? Не такие. Друзья, возлюбленные, в народе неверующим это правило. Причем они думают, что это православное правило, они думают, что это православная культура. И они вот такие поминки празднуют. Стопочку поставят, хлебушком накроют, конфетки детям раздают, помяните. И когда я увидел это, вот я понял, я просто потом понял, что сестра, она хоть ходит давно в церковь, сестра. Человек невозрожденный. Человек живет еще вот этими вещами оккультными. И это страшно. И это страшно. Такой человек хоть и есть в церкви, но на небо не идет. Потому что если он не обновится, если он не освободится от этого всего, он не может войти, ибо нечистого там ничего не будет, так написано. Поймите меня правильно. Потому сегодня я всех призываю обязательно читать Слово Божие, потому что, я уже сказал, должен родиться от воды и из духа. Это только бесы ходят по безводным местам. А Дух Святой приходит туда, где есть вода, живое Слово Божье. Он приходит к тем, кто читает Слово, у него возникают вопросы, он начинает с ним беседовать сверхъестественным образом, начинает отвечать на вот взаимодействие происходит. И потом происходит возрождение свыше, потому что оно происходит от Духа Святого. В человеке, читающем Слово. По-другому не бывает. Даже покаяния недостаточно. Я сегодня просто кого-то ошарашу. Но одного покаяния, выхода сюда и признания своих грехов недостаточно, если человек не изменится, не возродится свыше. Только возрождение приносит изменение характера, изменение мышления. Понимаете? Поэтому не думайте, что если вы с ним прочитали молитву покаяния где-то на улице, все, аллилуйя, еще один человек спасен. Друзья, я вот не хочу огорчать. Есть такие люди, которые так делают. Но я хочу, очень важно, чтобы человек подарить Библию. Чтобы человек и убедить его читать ее. Только через нее он познает истину, и истина сделает его свободным. Аминь. Кто читал книгу его, еще раз хочу увидеть. Слава Богу. Слава Богу. Большая часть читала, поэтому я хочу просто для остальных такое ввод сделать, введение, краткое содержание.
этой книги. Мне она очень нравится. Друзья, если бы вы знали, насколько это кладезь, колодец вообще, глубокий колодец вот как бы многих мыслей, которые я часто черпаю из этой книги. Вот. И в очередной раз перечитывая, я вот подумал, что надо об этом рассказать, надо поделиться вот тем, что я вижу в этой книге, хотя бы вот одной частью того, что я вижу. Во-вторых, ну просто не то, что это кладезь, если вы читать могли в оригинале, не то, что я в оригинале, но вот я другие переводы читаю, и люди пытаются передать оригинальный дух этой книги. Она написана в поэтическом жанре. В поэтическом жанре. В нашем синодальном переводе очень трудно это заметить. Но я сейчас читаю там другие переводы, и вот современный новый там перевод. Он пытается донести это в стихах, как вот она была изначально написана, и в таком высоком слоге, подобно к Шекспиру, знаете. У Шекспира довольно высокий, красивый слог, и потому это сегодня бестселлер до сих пор, его пьесы. Нет повести печальной на свете, чем повесть об Иове и его детях. Вот примерно так написана эта книга, таким слогом, красивым. Я восхищен. И я просто думаю, автор этой книги, это великий человек. Ну, простите, вот он неизвестен. Вот у автора Евангелия известны и послания, а вот в Ветхом Завете не все авторы известны. Автор книги Иова неизвестен. Но это человек настолько глубокий, духовный человек, глубокий, но он еще и смог донести эту глубину в стихах. Это просто сложно, друзья, это очень сложно. Наверное, еврейский язык очень богатый, жаль, что я его не знаю, потому что, очень красиво в стихах и такая глубина. Красота. Друзья, хочу просто привлечь ваше внимание к этой книге. Вот. И читая эту книгу в очередной раз, я просто помню, когда я в первый раз ее читал. В первый раз, друзья, вот своим религиозным рассудком пытался ее понять. И мне казалось, все правы. Я сейчас о содержании немножко хотел сказать, те, кто не читал. Значит, книга, друзья, о том, что вот жил на свете, причем я много времени читал, что все-таки эта книга больше, наверное, походит на притчу, и что, скорее всего, такого человека на свете не было, по той причине, как я думал, не может столько несчастья выпасть на долю одного человека. Это какой-то собирательный персонаж, образ. Простите. Но есть контраргументы, которые заставляют меня сегодня думать иначе, что все-таки это реальный человек, и Библия нам его представляет как реального человека, и Иаков о нем отзывается уже в Новом Завете как о реальном человеке. Он говорит, вспомните терпение Иова. Вот. И почему? Вот он жил благочестивый, праведный человек. У него было сыновья, дочери, и он их воспитывал в духе почитания Бога, и сам очень-очень почитал Бога. И настолько был праведный, что Бог им хвалился перед ангелами, и даже перед сатаной, который на то время еще был вхож на небо, еще не спал. Это позже произошло, но он еще был вхож туда в среду сынов Божьих, ангелов. И он хвалился, говорит, видел ли ты такого человека, как Иов? Нет подобного ему. Праведный, благочестивый, меня любит. И дьявол говорил, любит. А вот пошли на его голову несчастья. Будет ли он тебя так почитать, любить, и так далее. Всяких пакостей, мерзостей, которые он всегда лжет о нас Богу. Вот. И Бог говорит, хорошо, испытай его, как хочешь. Но только душу его не трожь, то есть жизни не лишай. И на жизнь Иова пришли несчастья. В один день погибли его дети, он лишился всех стад, всего богатства. Вот. И еще, сатана опять приходит, а Бог говорит, смотри, вот ты его испытал, он лишился богатства. Все несчастья пришли на его голову детей. Смотри, он плохого слова не произнес на меня, как мы иногда часто. Чуть что навалилось на нас, мы сразу, где же Бог? Ты меня не слышишь, ты меня оставил. Иов не погрешил в том, ни в чем из этого. И он говорит, хорошо. И сатана говорит, конечно, вот ты допустил забрать у него богатство, а вот коснись его кожа за кожу, он говорит, коснись его здоровья,
все изменится. Хорошо, говорит, можешь коснуться его тела, но души не трогай. И пришла болезнь. Ко всему прочему, пришла болезнь к Иову, что он покрылся проказой, все тело его было покрыто проказой, и что он даже так шелушилось все на нем, болело, что он черепком глиняным себя, чешую эту кожаную, соскребал. И сидел покрытый пеплом, потому что, может быть, это приносило ему облегчение. Вот. В пыли покрытый пеплом, потому что пепел – это символ траура, а пыль, возможно, как-то облегчала его страдания. И вот написано, что все отвернулись от него. По сути, все отвернулись. Я это потом заметил. Там в конце написано, что когда все хорошо у него опять стало, я забегаю вперед, пришли к нему братья, подарили подарки там, то есть. Слушай, где вы раньше были? Когда ему было плохо и больно, вы все от него отвернулись. Вот это самое страшное страдание, наверное, душевное. Когда тебе и так без того плохо и больно, от тебя еще и отвернулись, потому что считают, что ты свои страдания по делам получил. А потому что в суждении религиозного разума, как и моего на тот момент, было, если человек страдает, то значит где-то он грешен. Не может благочестивый человек страдать понапрасну. Не может, значит Бог его наказал. И так мыслило подавляющее большинство в то время верующих людей. И вот пришли к нему 3 друга. Вам нравится, как я рассказываю? Я своей интерпретацией рассказываю, друзья. Вы же не согласились, чтобы я 42 главы вам прочитал? Затерпите мою интерпретацию, мое понимание. До сего часа правильно рассказываю? Как важно читать Библию. Для тех, кто не читал, дальше скажу. Там дальше написано, что те, кто верует в Иисуса Христа, должны продать свое движимое и недвижимое имущество и подарить ему проповеднику, имя которого называется на М, а фамилия на Б, любому. А потом идти в Уральские горы, строить город Солнца и поклоняться Богу Кузи. Никто даже не посмеялся. Потому что, друзья, сегодня лжепроповедники, они пользуются незнанием Библии. Они могут вам действительно, и имущество заставить свое отдать, и завести вас поклоняться Богу Кузи. Сегодня таких ухарей много. Но очень важно, я рад, что многие из вас читали Иова и могут меня поправить, если я где-то сейчас в сторону уйду и скажу вам неправду. Поэтому следите за мной. Проповедники, они такие манипуляторы. Имейте в виду. Вот. Продолжаю по Библии, по слову. И вот пришли 3 друга к нему. Такие друзья. Вот. Я вам сейчас свое суждение о них расскажу. Пришли и 3 дня с ним молчали. Молчал Иов, поглощенный своей скорбью. Молчали 3 друга его. Друзья, я поначалу восхищался этими людьми, потому что они выказали такое сострадание, просто пришли и молчали с ним, сидели с ним там же в этой пепле и прахе, и в пыли, и молчали с ним 3 суток. Вот просто проявили солидарность со страдающим человеком. А потом Иов заговорил и сказал такие вещи, которые, тот мой религиозный разум, они туда не помещались. Он говорит: проклят тот день, когда родила меня мать моя. И та ночь, которую воскликнули там, родился человек. Потому что, зачем я сейчас смысл его речей передам, да, очень коротко, потому что там гораздо глубже, но вот такой, который бросился мне туда в глаза, смысл был в том, что напрасно дал мне Бог жизнь, потому что сегодня Он медленно убивает меня. Он медленно меня убивает. Почему убивает незаслуженно? Я ничего плохого не сделал. Ничего худого я за собой не замечаю, я праведен. Но боль моя от того, что я не понимаю, за что страдаю. Вот если бы сегодня поставили меня и Бога, который привел в мою жизнь эти страдания, в суде я хотя бы мог защищаться перед Ним, а сегодня я лишен этой возможности. Друзья, вслушайтесь, это то, что я сегодня вижу, да, смысл Его слов. Он страдал от того, что он лишен возможности сегодня говорить с Богом на равных, на суде, чтобы оправдаться, и кто-то сказал: неправедно наказан, ни за что. И Богу было бы на это указано. Отменить все санкции.
Понимаете, да? Вот такая боль Иова. Он при этом не похулил Бога, там жена настаивала, похули Бога и умри. Потому что и она видела, что такие несчастья свалились. Она же тоже вместе с ним переживала, ее дети умерли. И она, может быть, что 300 раз его похулила за каждого ребенка погибшего. Ни за что. Незаслуженно. Потому что Иов даже молился за этих детей каждый день. Если там пиры происходили в их домах, он молился, если бы они каким-то словом, если они сейчас там вот погуляли так хорошо и напились, хоть бы плохого ничего не сказали. Я помолюсь, Господи, прости, если какое-то слово плохое сказали, что не так сделали. Я за них ходатайствую перед Тобой. Вот такой был человек, за детей молился даже. Даже за то, что, может быть, и не произошло, но он переживал за своих деток. Просто удивительный отец. А жена, она говорит, да и похули Бога, как я, и умри уже. Умри в своих вот струпьях этих, вот уже умри. Успокойся и умри. Смирись и умри. Но он не мог смириться. Вот он не мог смириться. Чувство справедливости, оно разрывало его изнутри. Потому что вот он всегда считал, что Бог справедлив. Он всегда на этом настаивал. А здесь он не мог понять, почему такая несправедливость ему проявлена. И потому он проклинал тот день. Потому что сегодня этот день страшный для него. И я, говорит, смерти бы ищу, но не приходит смерть. Я смерти даже хочу, умереть просто. Чтобы был сокрыт там где-то во тьме. И не видели глаза мои страдания эти. И я не надрывался своим разумом, от чего это происходит. Потому что это очень больно. Друзья, никто из нас не испытывал подобного никогда. И дай Бог, чтобы никто никогда не испытался то, что испытал Иов. Потому я долгие годы считал, что это притча, потому что не может на долю одного человека выпасть столько несчастья, чтобы человек просто не сошел с ума. Не сошел с ума и не просто не что-то крикнул в небо такое. Я слаб сегодня. Я трижды слаб перед Иовом сегодня так себя вести. Потому Иаков, он приводит нам в пример терпение Иова, потому что это сверхтерпение. Это сверхтерпение. Такое терпеть невозможно. И вот друзья его послушали то, что говорит Иов, и его речи оказались для них, показались вызывающими в сторону Бога. Они начали за Бога вступаться. И дошло до того, что они просто стали в его сторону кричать: «Иов, ты грешник! Замолчи!» Моя интерпретация, друзья. Лучше замолчи, чем такие слова про Бога говорить. Ты страдаешь, потому что ты согрешил. Ты вдов и сирот обижал, у неимущего одежду на ночь забирал и не возвращал. Мы подозреваем тебя в этом. Не мог Бог просто так сильно наказать тебя без греха. А ты еще и богохульствуешь сейчас. Претензии к Богу говоришь. С Ним хочешь соревноваться, состязаться на суде. Да кто может об этом даже подумать? И такие вещи сыпали. Он говорит: слушайте, жалкие утешители все вы, жалкие. Это все, что он сказал в сторону друзей. Я бы уже, знаете, таких дружбанов понаехали здесь. Уже, наверное, поганой метлой бы обратно загнал бы. Вот, друзья, да, таких друзей и врагов не надо. Просто такую боль, которую они ему доставили своими словами, это непостижимо. Я даже испытываю, я сжимаюсь от боли, когда сейчас уже читаю эти слова. Тогда мне казалось, слушай, они правы, и этот прав, и этот прав. Ну, как ни странно, и Иов прав. Через свою боль, который испытывает эту боль, и так вот, и он прав. Вот его взгляд, он через боль такую, он так сегодня мыслит и видит, потому что он прошел через это. Но эти правы, хотя они теоретики. Они все теоретики. Никто из них не испытал и маленькой толики того, что испытал Иов, но так они красиво о Боге говорят. Сегодня я уже не восхищаюсь этими величивыми их словами. Не восхищаюсь. Потому что вижу, что это позорная религия, мертвая, которой мы сегодня полны. Я сегодня буду серьезно об этом говорить. И вот они сидели, знаешь, вот такие, даже какой-то пацан там шел мимо, Илиуй. Пацан, потому что он младший годами, он сам это признал. Я младше вас годами, но, слушайте, я вот слушал, вы тут Иову говорите, вы недостаточно ему сказали. Неубедительны ваши слова, хотя вы такие мудрецы. Вот я тебе сейчас, Иов, скажу. Посчитай меня, как будто Бог тебе отвечает. За Бога я тебе как вместо Бога отвечу. И тоже, как выдал ему правоту, прямоту вот эту всю, правду вот эту. И каждый выдавал правду. Ну правда, вот почитайте. Ведь правду говорят о Боге, как кажется. И тут Бог возгремел.
из бури. Возгремел, потому что уже не мог слушать. Он просто прекратил этот спор. Возгремел и просто сказал: вы все неправы. Но Иов меньше неправ, чем вы в отношении меня, говоря обо мне. Вы представляете, люди, верующие, мудрецы, старцы, у которых свой опыт хождения с Богом, они за Бога распрягались, там, Бога защищали. И от лица Бога говорили, как бы думая, что Бог так думает, что Бог так считает и так решает. Вот они свой суд от имени Бога Иову выносили. И это так ранило этого и без того больного человека. Так ранило. Потому что он видел это, и он говорит: жалкие утешители все вы. То, что вы говорите, знаю и я. Не хуже вас я, не глупее вас. То, что вы говорите, и я знаю о Боге. Это же. Но не об этом речь сейчас. Вы услышьте меня. Услышьте меня. Я ни в чем не виноват. Но я страдаю от того, что я не могу, никто не вступится между нами и Богом вот в этой тяжбе. Нет никого, кто мог бы вступиться. Нету посредника. Нету Иисуса Христа. И когда Бог возгремел из бури, сказал: слушайте, вы глубоко неправы. И я прошу тебя, Иов, помолись за своих друзей, потому что их молитвы я не приму. Не приму, потому что у них нет любви. Если они с тебя будут молиться, эта молитва не будет мною принята, потому что у них не было ни капли сострадания и любви к тебе, когда они говорили тебе правдивые вещи. Правдивые вещи, все правда. Все, братья, честно. Почитайте, все правда. Вот с точки зрения религиозного ума все правильно говорили, все правда говорили. О Боге, о делах Его чудных. Я подпишусь под многими вещами, которые они сказали. Чуден Господь, и дела Его чудны. И Он справедлив, и не оставит без наказания ни одного грешника. И наказывает, действительно наказывает грешника. Все правда, можно подписаться. И под Иова можно подписаться. Он говорит: смотрите, все вроде правда, а сколько сегодня благоденствует нечестивцев, которые у власти сейчас и там, и там. Куда Бог смотрит? Так подумаешь, слушай, и это правда. При всем при том, что Бог наказывает нечестивцев. А действительно, сегодня нечестивцы умирают в преклонных годах, доживают, все политбюро дожило до 85, до 82 лет. При этом шикарно прожили свою жизнь. Где наказание от Бога для них, если Бог так справедлив? Кажется, Иов, тоже правда. И у каждого своя правда. Но пришел Бог и говорит: ни один из вас не прав. Только Иов менее всех из вас не прав, но тоже не прав в целом. Не прав в своем суждении тоже о многих вещах. Я не буду сегодня разбирать, это другая тема. Но у него, Богу было, что предъявить Иову, но при том, чтобы он оправдал его. На самом деле он оправдал Иова в глазах своих друзей. И сказал: Иов, ты помолись, твою молитву я приму. Ты пострадавшая сторона, хотя многого не понимаешь. Бог так и говорил: ты многого, Иов, не понимаешь. Вот ты состязаться со мной готов, вот стань передо мной сейчас состязаться. Припаяшься как муж, встань и выслушай. Ты готов со мной состязаться, как ты готов, если ты многого не понимаешь? Ты не понимаешь моих замыслов, ты не понимаешь моих планов, ты даже не понимаешь, из-за чего твои страдания. Он же не знал, что у сатаны пари с Богом. Иов даже догадаться об этом не мог. Что Бог просто хвалился перед сатаною и всем миром Иовом и хотел показать эту праведность. Просто испытал Иова для того, чтобы просто показать этот алмаз, бриллиант в короне Бога, Иов. Он же не знал, ты, говорит, многого не знаешь, многого не понимаешь. Мои мысли не ваши мысли, говорит Господь. А мы иногда судим своим религиозным умом. Вроде правильно, все правда. Друг другу правду говорим. Знаете, соберутся два начитанных пастора или богослова и свой ум выказывают. И ты смотришь на это: но ты видишь, что-то не то в этом споре. И расходятся чуть ли не врагами, а оба верующих богослова так Библию хорошо знают. А сколько я церквей таких видел, где все начитаны Библию, а любви там нету. На членский придешь, а там без валидола невозможно сидеть. Так друг друга там местами из Писания
бьют. По-братски так. Что без валидола невозможно. А все правда. И та сторона правды, говорит, по Писанию. Ведь если захочешь, ты под свою правду обязательно найдешь, если ты хорошо Библию знаешь, обязательно найдешь место Писания, даже не вырванное из контекста. Найдешь и докажешь свою правду. Но много ли толку в этой правде, если человек не исцеляется, если человек не возрождается, если человек после такой проповеди уходит огорченный, а не вдохновленный? Потому что правду, я сейчас правду вам говорю. Я в начале служения хочу вернуться, вам вот за чтение Библии говорил. Друзья, простите меня. Я специально, это тоже иллюстрация. Я тоже вам правду говорил, но она, знаете, я знаю, я просто представляю, как ежились те люди, которые как бы это самое, Библию редко читают. Ежились, им было неприятно, и на самом деле, излечило ли их мое обличение такое отсюда, с кафедры? Да не излечило. Я специально это вам вот в начале служения продемонстрировал, чтобы вы понимали, как много с этой кафедры можно ранить человека, говоря правду, но она не всегда истина, потому что без любви. И об этом очень много написано в Писании, в Слове Божьем. Вот эти ребята, которые собрались вокруг Иова, они правду говорили. И я говорю, я подпишусь. Но там не было истины, на самом деле. Можно обойтись было без этого. Лучше бы они сидели и молчали еще 3 суток. Это принесло бы ему больше облегчения и больше исцеления. Если бы они его просто выслушали и молча, просто зная, что он не прав даже, зная, что, они не согласны с ним, у них другое представление о Боге, обо всех происходящем, но лучше бы не промолчали из любви к Иову. Потому что это очень больно. Я просто, знаете, я в жизни это видел. Я видел одного служителя, это мой близкий друг, который, знаете, такой горячий, такой твердый во всем. Такие вот вообще вещи говорил, что я восхищался и понимал, насколько я ниже этого человека, насколько он силен духом. И он всегда стоял на позиции исцеления, что Бог всегда исцеляет. И если ты не исцелен, то только потому, что у тебя не хватает веры. Слышали такую позицию, да? И я почти верил в это, вот просто видя, как он живет, не болея, ничего. Но в жизни ему пришли несчастья. Бог испытал его. У него умер ребенок. Он сам тяжело заболел несколько раз. И потом просто вижу, он за кафедрой понес какие-то вещи, от которых я просто был огорчен. Он говорит, Бог не слышит иногда человека. Бог не внимает человеку. И вот некоторые говорят, Бог за что? А надо говорить, не так надо Бога спрашивать, говорит, для чего Бог несчастье. А я считаю, что хоть за что, хоть для чего спрашивай Богу, Он тебе не ответит. И я сидел, вот те герой моей веры, на которого я такими глазами смотрел. А тут вот такое. Только через годы, друзья, только через годы я просто смог вместить, я просто понял, насколько ранен был этот человек. Насколько тяжело иногда адекватно мыслить, когда ты ранен, и как тебе кажется ранен Богом. И как кажется тебе незаслуженно. Но то, что испытывал Иов, всего лишь маленькую толику испытал человек, и я увидел, как это его подмяло, как это его разрушило. Слава Богу, он восстановился, сейчас говорит хорошие проповеди. Он пережил этот момент в своей жизни. Вот. Но на тот момент я был обескуражен его речами. Слава Богу, мне хватило мудрости тогда не подойти и не сказать, ты что несешь, пастор? Ты что несешь? Как это Бог не слышит? Как это Бог не помогает? Я мог правду ему сказать о Боге. У меня в тот момент было все хорошо. Я ж такой весь на волне. Друзья, знаете, такая простая иллюстрация. Вот некоторые люди подходят ко мне и говорят, Мирослав, ты толстый, тебе похудеть надо. Они правду мне говорят. Чего обижаться, да? А что вы подходите? Вы что, не знаете, что каждый день себя в зеркале вижу и знаю, что я толстый, и от этого очень страдаю. Мне самому тяжело на себя смотреть. И то, что вы мне пришли и сказали, оно нисколько, знаете, не изменило ситуацию. Всего один лишь человек за это время сказал мне немножко другим образом, Мирослав, у меня есть замечательная диета для тебя. Я сам был очень полным, но я благодаря этой диете похудел за 2 недели на 15 килограмм. Я хочу тебе помочь, потому что я сам прошел через это, я знаю, как это тяжело. И знаешь, меня это впервые не ранило. Меня это впервые как бы не задело, потому что он с любовью, он сам это пережил, он знает, как мне помочь.
И вот сегодня, если бы с кафедры мы не правду свою говорили, которой у нас полно у каждого, а просто давали рецепт, как помочь вот тем, кому я сегодня такие говорил, Библию не читаете. Друзья, я прошу прощения. Я это практиковал раньше в своей церкви. Я, знаете, выходил и как бы задал вопрос из Библии, а вижу, люди глаза прячут. Я говорю, что такое? Что, не читали это место Писания? А я говорил к людям, которые 10 лет в церкви. Не читали место Писания? Вы что? Вы что, Библию, что ли, не читаете? И такой, знаешь, и однажды я просто не понимал, что происходит. Я одного брата просто однажды пригласил, прочитай, пожалуйста, сейчас вот прочитай вот это самое, вот этот псалом, а я это сейчас расскажу. И я вижу, брат вышел весь красный и стоит и ни слова. Друзья, я просто был, я не знаю, я сегодня со стыда готов сгореть за все то, что я творил. Оказывается, эти люди оленеводы, они неграмотные. И хотя в школу когда-то ходили, на 4 класса их родители забрали пасти оленей, они забыли то, что знали. Только считать хорошо умеют. А читать нет. И я думаю, какую я боль им каждый раз приносил, когда им... Вы что, Библию не читать? Так ты, слушай, ты лучше научи нас читать. Они стыдились, они страшно стыдились, что они неграмотные. Представьте, они знали свой порок, свой недуг. Им и так без того больно, они в жизни от этого очень много страдают, потому что документы прочитать не могут, когда это надо. И тут еще пастор добрый с кафедры. Вы что, Библию не читаете? Да вы что? Вот я сегодня примерно то же самое вам говорил, чтобы вы ощутили. Вот. И сегодня, к сожалению, вот такие горе-проповедники, горе-пастора имеют свою правду. И с кафедры могут говорить такие вещи, потому что они в жизни не испытывают того, чего испытывают эти люди. Да может просто зрение плохое, человек не может Библию читать, глаза сильно болят, может еще что-то. Я потом исправился, я потом заказал в Америке для них такие портативные устройства с наушниками, на которых уже записано Евангелие, чтобы они могли слушать. И оно заряжалось от солнечных лучей, на солнечных батарейках. Вот мы потом раздали всем оленеводам, и они потом слушали, как бы развивались. Сегодня я тоже говорю к людям, люди, если вам тяжело читать, можно в телефон скачать просто Библию и слушать. Не оставайтесь вы просто в неведении. Знаете, что в Библии написано. Это важно. Я не отрекаюсь от тех слов, которые сказал в начале. Посыл-то правильный, манера неправильная, без любви. Знаете, есть такая притча в православии, а может не притча, может правда. Один пророк пришел в собрание и сел, и там собрание, верующие сидят, и слышит, слово такое звучит, хорошее, библейское слово, а пригляделся и видит, а проповедует бес. Бог ему открыл, что за кафедрой бес, конкретный бес, облеченный в человеческое обличие, бес проповедует. И он прислушался, чтобы как бы разоблачить его, он начал прислушиваться к словам, которые он говорит. Но не мог придраться, все по Библии, все правильно. И когда собрание закончилось, подходит к этому, говорит, слушай, я ведь, мне открыто, что ты бес. Тот говорит, да, точно так. Но я, говорит, не могу понять, в чем фишка. Я ведь прислушался, и ты все по Библии говоришь. Ты хорошо знаешь. Бесы хорошо знают Библию. И вот эти ребята, которые отсюда шашкой машут, правдорубы, они тоже знают Библию. И это нас иногда смущает. Это такой авторитет для нас, что человек знает Библию. И мы готовы перед этим авторитетом склонить голову. Но не в этом ценность, друзья, у Бога. Скажу позже. И он говорит, а в чем подвох? Ты проповедовал им правду. Он говорит, да, я им проповедовал правду, но я ее проповедовал без любви. И потому это их не исправит, а погубит гораздо быстрее. Слышите меня? Это притча. А вот что говорит Писание. 1 Коринфянам, 4 глава, 5-6 стих. Пожалуйста. Первое послание Коринфянам, 4 глава, 5-6 стих. Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который и осветит скрытое. Дальше, пожалуйста. Во мраке и обнаружит сердечное намерение, и тогда каждому будет похвала от Бога еще до конца. Это, братья, приложило к себе и Аполлосу ради вас, чтобы вы научились от нас не мудрствовать сверх того, что написано, и не превозносились один перед другим. Вот все, что я увидел, друзья, вот в этой истории с Иовом, что люди просто перевозносили. У них соревнования перед Иовом были. Кто
лучше выскажется, кто больше мудрость свою выкажет. И даже этот пацан, который проходил мимо, и он был захвачен этим соревнованием, и он решил посостязаться. Вот мы иногда просто в церкви, мы состязаемся своим знанием Библии. И мудрствуем сверх того, что написано. И вроде бы все правильно. Но в этом есть превозношение. И мы иногда судим людей, у которых другая точка зрения, со своей позиции, с позиции своей правды. Но Писание призывает: не судите никак прежде времени, пока не придет Господь. Вот когда пришел Господь, все стало на свои места. И эти мудрецы тихо присели на пятую точку. И Иов покаялся. Сказал: раньше говорил, теперь говорить не буду. Покаялся в своих суждениях. Когда придет Господь. Я хочу сказать, что все наши вот эти правды, которые мы говорим с кафедры, и друг другу говорим, библейские правды, они могут оказаться не всегда истинными, потому что у другого человека есть своя правда, свои переживания, которые вы не пережили, вы не можете им как бы вот научить их, потому что они жизнью научены другому. Ну, такой простой тоже пример, сейчас всем понятно, особенно братьям. Вот сейчас с последними событиями на Украине появляются такие проповедники, вот Махненко, кто-то, может, смотрел, и кто-то вот судит этого человека. Я слышал о нем много, что он такой, знаешь, тоже правдоруб, там так, автомат в руки взял и прочее. Но я посмотрел об этом человеке пару передач в его суждении, и я не то чтобы понимаю этого человека, но я как бы воспринимаю его точку зрения, я не бунтую против, потому что я вижу, что человек, он раненый, больной. И что может больной нести? Только вот раны другим приносить. Это так, он раненый. На его глазах там в Украине многие люди погибли, дочка его погибла от российских военных сил, вот как он говорит. Вот. Он видел гибель молодых людей, не обязательно бандеровцев, нормальных, которых просто в армию послали, они погибли, там, защищая свою родину. И он вот с этой болью, с тем, что видел, он сам капеллан там на передовой, сам окопы роет и прочее, он и доносит свою точку зрения. Но при этом он клеймит всех российских пасторов, которые не вступились за Украину, которые не сказали о своей точке зрения, просто струсили и прочее. Вот он клеймит за трусость, за предательство веры, за то, что вот, потому что у него позиция такая, что мы всегда должны стоять за веру евангельскую, друг за братьев стоять и не бояться высказываться. То есть он со своей позиции, вот он все вроде, я смотрю, ну вроде ты правда, так больно этой правды, что он говорит. Мы столько промолчали, когда видели эту неправду, которая творится. Я имею свою точку зрения об этом, я не буду ее с кафедры говорить. Это не то место. Вот. Но я говорю, я так про себя думаю, ты понимаешь, что происходит? Ты вот своей правдой разрушаешь мир между братьями, мир между конфессиями, мир между народами. Вот то, что он творит, то, что он делает своими вот этими высказываниями, своим блогом, которые многие смотрят, он просто разрушает мир. Мир между братьями. Я думаю, стоит ли оно того? Вот стоит ли твоя правда того, если разойдутся сегодня братья? Потому что Библия очень много говорит о мире и о любви между братьями. А ты с позиции своей правды, ты просто сегодня бьешь по этому миру, бьешь по этому согласию. И даже не задумаешься, почему так поступают российские пастора, из каких позиций они. Ты не можешь услышать их, у тебя вот только своя правда. Я сейчас не буду говорить о позиции российских пасторов, я ее знаю. И я понимаю, почему многие из нас так поступают. Вот. Но я говорю о самой полемике, что она сегодня разрушительна, хотя и вроде правдива с точки зрения Библии, но она разрушительна. А послушайте, сколько раз Бог говорит о ценности мира между нами. Я вам буду читать сейчас места Писания, а вы, пожалуйста, обязательно, сюда их переводите, и мы порассуждаем еще немножко, буквально. Я обещал в 12 закончить, я постараюсь это сделать. Марка 9:50. Марка 9:50. Я подожду, а вы постарайтесь. Соль – добрая вещь, но ежели соль не солона будет, чем вы ее поправите? Имейте в себе соль и мир имейте между собой. Иисус нас призывает не только эту соль иметь, знание истины и вот эту правду в себе. Да? Что такое соль? Да? Это то, что мы должны говорить, то, что должно менять этот мир. Но он говорит, не только это иметь. Вот Махненко, он говорил, что мы соль. И в наши служебные обязанности пасторов входит говорить людям правду, не обольщать их молчанием своим и прочим, потому что мы соль. Но тут написано, что мы еще должны иметь мир между собой. Если моя соль сегодня прожигает связи между нами,
наши взаимоотношения, то много ли стоит та соль? Ценно ли это на самом деле? Если мы разрушаем сегодня наши связи, если мир сегодня между нами. Он говорит, и мир имейте между собой. Дальше. 1 Петра 3:8. Много мест Писания. Друзья, я бы хотел, чтобы вы их записывали, потому что это важно понимать сегодня. 1 Петра 3:8. Наконец, будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосердны, дружелюбны, смиренно мудры. Вот слово смиренно мудрость, кто как понимает? Смиренную мудрость, смиренно мудры. Это как раз та мудрость, ходящая свыше, мы еще это место, которая не ранит других, не представляет другим опасности и боли. Вот. Но вот это все. Тут ни слова не написано о том, чтобы мы были вот такими воителями, вояками. Вообще немногим дано быть апологетами, защитниками Божьего Слова. Немногим. Это действительно отдельные люди, отдельное служение. И говорит, немногие становитесь учителями. Потому что мы можем принести больше ран, чем исцелений. Дальше. 2 Коринфянам, 13 глава, 11 стих. Если я правильно записал себе. Впрочем, братья, радуйтесь, усовершайтесь, усовершайтесь. Это не тот перевод. Это точно синодальный? Да? Впрочем, братья, радуйтесь, усовершайтесь, утешайтесь, будьте единомысленны, мирны, и Бог любви и мира будет с вами. Вот здесь тоже о чем написано? О чем написано? Знаете, я смотрел на этого Махненко, там ни капли радости в его лице, какая-то вот такое, знаете, серьезное всегда такое сосредоточенное лицо, нету радости, потому что в сердце, похоже, нет мира и нет этой любви. Вот. И Бог любви и мира, Он будет с нами, когда у нас будут вот эти качества, понимаете? Бог за нас, когда мы имеем вот эти вещи. Бог на нашей стороне, когда мы имеем вот эти качества. Я хочу, чтобы мы тоже для себя отметили. Были единомысленны и были мирны между собой. И Бог тогда будет с нами. И Бог тогда будет с нами. Дальше. Я очень коротко пробегаю, чтобы закончить. Мыслей очень много здесь может возникнуть. 2 Тимофея 2:22. 2 Тимофея 2:22. Юношеской похоти убегай, одержись правды, вот правды держись, да, веры, любви, мира со всеми, призывающими Господа от чистого сердца. При том, что он правды должен держаться, но мира он должен еще при этом держаться со всеми верующими людьми. Дальше. Колоссянам 3:12. 5 минут у меня еще есть, друзья, 5 минут. Колоссянам 3:12. Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение. Дальше можно еще до конца. Снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как Христос простил вас, так и вы. Вот, друзья, о долготерпении здесь говорится. Я думаю, вы знаете, Иаков вот привел пример Иова о терпении. А ведь терпение, слушайте, я вот просто удивился той мысли, которая меня посетила. А ведь, терпение не в том, чтобы вот только перенести эти страдания, но еще нужно быть терпение, чтобы вынести вот таких друганов. Это ж сколько нужно было терпения Иову, долготерпения, чтобы вот таких друзей терпеть. А потом еще за них иметь желание помолиться. Друзья, вот просто трудно молиться за людей, которых не любишь. Это просто формальная молитва, Бог ее не призывает, не принимает. А Бог видел, что в сердце его есть любовь к этим своим друзьям, и он имеет право за них помолиться. И он попросил его помолиться за них. Представляете? Вот. Ефесянам 4, 2, 6. Ефесянам 4 глава, 2-6 стих. Большой текст, но надо его весь прочитать. Бог, богатый милостью по своей великой любви, которую возлюбил нас, листаем дальше, и нас, мертвых по преступлениям, ожитворился Христом, благодатью вы спасены. Дальше. Я немножко, наверное, не то выписал. И все, нам 4 глава. Я 4 главу просил, друзья, 4 главу.
4 глава, 3-6 стих. Ефесянам 4 глава, не 2. Стараясь сохранять, со 2 стиха, не с 3, 4 глава, со 2 стиха по 6. Со всяким смиренномудрием и кротостью, долготерпением, снисходя друг от друга любовью, стараясь сохранять единство духа в союзе мира. Одно тело и один дух, как и вы призваны к одной надежде вашего звания. Один Господь, одна вера, одно крещение. Один Бог и Отец всех, который над всеми и через всех и во всех нас. Друзья, каждый раз, пытаясь ранить своего брата вот своей правдой, просто подумайте о том, что у нас у всех один Бог. Мы все дети одного Отца. И если, как тебе кажется, Отец вступится за тебя, когда ты прав, то пойми, что Он также вступится и за своего другого сына. Понимаешь? Он в равной степени на стороне всех нас, потому что мы все Его дети. И в наших спорах не бывает правых, если мы угрызаем друг друга в виду нашего Отца, который на стороне каждого из нас. И думаем, Бог на моей стороне. Нет, Он и на стороне твоего брата, потому что он тоже Божье дитя. Он на стороне его позиции может оказаться. Дальше. Ефесянам, тут же 4 глава, 29, 31, 32 стих. 29 стих. 4 глава, 29 стих. Друзья, заканчиваю. Терпение наберитесь. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе. Дальше. Для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. Эпиграфом к моей сегодня проповеди было слово из Тимофея, что наша цель же увещевания есть любовь от чистого сердца. Вот цель нашего увещевания, да, целью нашего увещевания, что нами движет? Не желание научить тебя, да, я сейчас тебя научу с позиции моего знания. Сейчас я тебя побрею здесь. Тоже мне богослов выискался здесь. Цель увещевания есть любовь к этому человеку, чтобы он не умер, не пострадал от своих заблуждений, понимаете? Любовь от чистого сердца к этому человеку. Вот только с этой позиции вы можете приходить к человеку и чему-то его учить, наставлять. Если у тебя другая цель, другая мотивация, подковырнуть, чтобы он ночью страдал, иди, брат, я, брат, сказал, а ты иди думай, размышляй. Я такие вещи слышал. Я тебе, брат, по слову Божьему, нет, с другим видом, нет, они такие, я, брат, тебе сказал, а ты иди думай, размышляй. Это такие благочестивые люди мне говорили. Такие, с таким благочестивым тоном. Но не лечили меня, если ранили очень сильно, понимаешь, потому что вот, проблему мою выявили, а как с ней бороться, никто не подсказал. Иди думай, размышляй. А ты думаешь, я не размышлял? Ты думаешь, я не размышлял? Да я с детства своей полнотой борюсь. Я возвращаюсь к прежнему примеру своему. Он близкий просто, и вы его понимаете. Да я с детства с этим борюсь, сколько диет перепробовал. Вот. Думаешь, я не борюсь с этим, не знаю, сколько всего пережил. И что толку, что ты мне указал на мою проблему? Ну ты подскажи, как, если сам справился. Ну и вот один человек нашелся. Ладно, просто пример привел. Дальше. 31 стих. Здесь же Галатам 4, 31. Прости, сынок, прости, но придется поработать еще немножко. Итак, братья, мы дети, не то, немножко, почему-то Галатам, я просил Ефесянам. Ефесянам 4 глава. Здесь же Ефесянам 4 глава, 31 стих. Я, может быть, Галатам сказал, прошу прощения. Потому что следующий у меня из Галата. Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякой злобою да будут удалены от вас. Вот на этом хочу. Вот когда я смотрю Махненко, я вижу, что там раздражение и ярость, и гнев, и там чуть ли не матерные слова звучат иногда. Ну, просто такие грубые, настолько грубые, что очень близки. И сегодня, когда появляются такие радикалы, я когда Шаповалова также слушал, я не мог понять, что происходит. Вот вроде он правильно говорит какие-то вещи. Но он таким тоном это говорил, такими вот, с такой подачей, что меня это коробило. Я понимал, что там дух стоит, там совсем другой, не Божий дух стоит за всем. И хотя правду говорит по Библии, бесы знают Библию, но дух другой там. И вот сегодня за этими радикалами тоже говорят по Библии, вроде братья, вроде верующие, вроде церкви у них большие, но там такой дух стоит. И выдает их вот это раздражение, ярость, гнев, крик, злоречие
со всякою злобою, да будут удалены от вас. Дальше, 32 стих. Но будьте друг к другу добры, опять, сострадательны. Сколько раз мы это слышим, слово сострадательно? Вот я хочу просто обратить внимание, мы уже несколько мест Писания, и там очень много о сострадании. Слушай, ну правда, кто выказал сострадание Киеву? Это разве было сострадание? Но вот если бы они сострадали, то есть такое же страдание имели, такой же опыт, может быть, вот, то они по-другому бы вообще отнеслись бы к нему. Совсем другой бы диалог был. Но они не способны были страдать, потому что не перенесли ничего подобного. У них не было такого опыта. Но если нет такого опыта, то лучше помолчи. Сострадательны. Прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Дальше. Галатам, вот сейчас Галатам. 5 глава, 14-15 стих. Все, немножко времени перебрал, друзья, но хочу закончить. Хочу закончить, вот, чтобы все места Писания эти посмотреть. Галатам, 5 глава, 14-15 стих. «Ибо весь закон в одном слове заключается: люби ближнего твоего, как самого себя». Вот это главное. Вот это главное. Поэтому вся твоя правда, ее можно на 0 умножить, если вот просто нет любви там. Потому что главное все-таки любовь. То лучше иногда промолчать. Вот лучше иногда просто промолчать. Вот просто промолчать. Дальше. 15 стих. Следующий. «Если же вы друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом». Вот то, что сегодня происходит. Вот то, что сегодня происходит. Вот эта ситуация вся, которую я вам рассказал между Украиной и россиянами. Вот эти слова сегодня очень четко можно отнести к этой ситуации. Если вы друг друга угрызаете, съедаете, берегите, чтобы вы не были истреблены. Сегодня это может быть на физическом уровне произведено. И с той стороны вы вот верующие люди. Но из этой ненависти, недопонимания, неумения вникнуть в ситуацию друг друга, физически люди могут уничтожить друг друга. При том, что они верующие. Посмотрите на Израиля и Иуду. Я хотел бы об этом тоже сегодня много поговорить в связи с этой ситуацией, но не буду. Это другая тема. Дальше. 22 стих. Тут же Галатам 5 глава, 22 стих. «Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера». Здесь нету правдолюбия, понимаете? Несмотря ни на что, нету в плодах Духа правдолюбия, потому что правдолюбов и правдорубов и в миру хватает. Правда? В миру хватает этих, поэтому среди плодов Духа правдолюбие и правдорубие не написано. Хотя странно, да? Это же ценность, да, апологетами быть, защищать Бога. За Бога где-то вступаться. Но здесь написано, что вот плод Духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера. Ну, дальше вы знаете. Все, заканчиваю. Евреям 12 глава, 14 стих. «Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа». Вот. Нигде не написано, что за то, что вы промолчали, где надо было правду сказать в глаза братьям, никто не увидит Господа за это. Не из-за этого не увидит Господа, а то, что чего нету. Мира со всеми и святости. Еще. Иакова, 1 глава, 20 стих. Иакова, 1 глава, 20 стих. «Ибо гнев человека не творит правды Божьей». Вот когда мы свою правду в гневе говорим, это уже не есть правда Божья. Это уже не есть правда Божья. Вот. Потому что она не в том тоне сказана человеку, не в любви. Ну, понятный стих. Дальше. Иоанна, 13 глава, 34-35. Иоанна. Евангелие от Иоанна, 13 глава, 34-35. Если я правильно выписал, то это должно быть. Известные места Писания, уже не буду здесь останавливаться, без комментариев. «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга». Дальше, 35. «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой». Все-таки прокомментирую. Знаете, вот когда мы имеем любовь друг к другу, помогаем друг другу, да, люди мира видят, вот это христиане, вот у них нормальная община. Ездят друг к другу, дома друг другу строят, машину друг другу бесплатно ремонтируют. Это вот потому узнают, что мы христиане. Но когда встретят одного баптиста, другого пятидесятника, которые в присутствии неверующих начинают там между собой пикироваться своими доктринами, как вы думаете, они увидят нас, верующих людей?
Они между собой разобраться не могут. Чего они к нам-то лезут? Дальше. Филиппийцам 2 глава, 1-3 стих. Правда, заканчиваю. Филиппийцам 2 глава, с 1 по 3 стих. Филиппийцам. Чего? Нету вашей Библии филиппийцам? Еще раз сказать, 2 глава, с 1 по 3 стих. Итак, если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, если есть какое общение Духа, если есть какое милосердие и сострадательность, то дополните мою радость, имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны. Без комментариев. И последнее. Минуя несколько стихов, исключив последний стих. Римлянам 14 глава, 17 по 19 стих. Римлянам 14 глава, 17 по 19 стих. «Не станем же более судить друг друга, а лучше судите о том, как бы не подавать брату случая к преткновению или соблазну». И последний 14. Дальше. Знаешь, немножко ты не там показал. Римлянам 14 глава, 17-19. Но это хороший был стих. «Ибо Царствие Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе». Аминь на этом. Аминь на этом. Дальше можно там сами прочитать до 19. Давайте уже пролистай до 19, дочитаю, хорошо. «Итак, будем искать того, что служит к миру и ко взаимному назиданию». Это 19 стих, все. Спасибо. Вы сильно потрудились сегодня. Спасибо вам, друзья. Вот я не знаю, был ли я сегодня убедителен. Я много мест Писания привел, чтобы вы понимали, что не от себя говорю. Я не хочу от себя говорить. Я вас утомил сегодня Библией. Утомил. И я вижу на задних рядах, те, кто знает Библию, уже зевают. Вот, потому что, скучно знакомые вещи видеть. Но главное в том, о чем я говорил. Не спешите быть правдорубами. И иногда просто лучше помолчать. Вот я правда говорю. Если ты, взвесив, понимаешь, какой плод будет от твоего высказывания, то лучше помолчи. Вот просто всегда оценивайте финал того, что вы делаете. Результат от того, что вы делаете, от того, что говорите. Это хорошая мудрость. И в этом даже в мире учат психологи и прочим. Всегда просто пытайтесь предвидеть, что произведет ваша речь, ваше слово. И произносить слова, зная, что, что оно произведет. Если это произведет хорошую реакцию, положительный результат, то да, можете сказать, можете как даже иногда я грубо говорю, иногда строго говорю к моим детям, потому что понимаю, они так лучше воспримут. И это произведет результат в них. Я к примеру говорю, да? Вот зная, какой результат производит моя грубость или моя строгость, я могу так себе позволить. Но если это расстройство приносит, если я знаю своих детей, что они нежные и больше огорчаться, чем поймут, то лучше с другим тоном с ними поговорить. Вот тоже такая практика родителей психологическая. Так и мы, друзья. Сегодня, будучи наставлены в Слове Божьем, и я думаю, что я сегодня много об этом говорил, и больше не хочу уже утомлять вас. Хочу, чтобы мы взвешивали каждое свое слово. Даже если это слово правды. Взвешивайте. Чтобы сохранить между друг другом любовь и мир, потому что это более ценно перед Богом, чем наша правда. Поверьте. Аминь на это. Ну что, давайте мы тогда помолимся. Я знаю, что есть среди вас те, кто со мной не согласится, и кто считает, что правду нужно говорить всегда и везде, несмотря на обстоятельства, потому что мы к этому призваны, что мы соль земли. Я принимаю твою позицию, друг. Или брат, или сестра. Я тоже был таким, я тоже так понимал и принимал. Но обстоятельства в моей жизни изменились. Я нечто пережил в своей жизни. Я сегодня думаю по-другому. И я не выражаю несогласия с тобой, потому что твое мышление и твое миропонимание тоже по Слову Божьему, но просто с другими внутренними переживаниями, с другой колокольней. Поэтому давай останемся при своем. Не будем пикироваться, не будем сейчас после служения спорить.
Вот. Я заранее говорю, что я принимаю твою позицию. Вот. Пусть Бог благословит нас обоих, чтобы мы сохранили любовь и мир, ибо только это доведет нас до Царства Божия, а не наша взаимная правда. Отец Небесный, Владыка Бог, хвала и слава Тебе и благодарение за Твое Слово прежде всего. Господи, я сегодня, правда, говорил о том, что его нужно читать, его нужно понимать, чтобы Дух Святой Ты работал в нашей жизни, чтобы Ты, Дух Святой, Боже, действительно вел нас в нужном направлении, Господь Бог. А без Слова Твоего мы слепы. Мы сегодня пели такую замечательную песню «Приди ко мне и пей». Боже, я хочу, чтобы мы имели жажду приходить к Тебе и пить Слово Божье Твое, которое действительно нас изменяет, которое нас вдохновляет, которое, Боже, выводит с этими потоками воды всякую нечистоту из наших сердец. И пусть это Слово также принесет к нам, Господи, истину о мире, о сострадательности, о любви между нами. Потому что это самые большие ценности, которые Ты видишь как ценности, Господь Бог мой Отец. И пусть на второй план уйдет наша любовь к состязаниям, любовь к словопрениям, к выказыванию своего ума и своего знания Библии, своих позиций. Прошу Тебя, пусть уйдет ненависть между братскими народами, между верующими людьми этих братских народов. Я очень Тебя за это прошу, Господь Боже. Потому что никто из нас до конца не знает, для чего это было допущено Богом. И раз мы это сегодня проходим, нужно пройти это в терпении и сохранить между нами мир и любовь и согласие. Я сегодня молюсь за это перед Тобой, Господи. Прошу Тебя, благослови этот братский наш народ, наших братьев. Боже, помоги радикалам сегодня смириться под Твоей рукою, положить рот на свои уста и просто до времени не судить никак, потому что Ты придешь и откроешь все сокрытое во мраке, и расскажешь, какой был план на это все, почему Ты так допустил и почему мы так страдали. Господи, сегодня нам это непонятно, неизвестно, и мы сегодня от этого очень сильно переживаем. Благодарю Тебя, Боже. Благодарю Тебя, Господь Боже, за Твое истинное Слово. И пусть сегодня истина будет больше, чем наша собственная правда. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Loc mic, kad mūšas jūgi